В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Глава Якутии получил вакцину для профилактики коронавируса. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали сегодня журналистам ученые Академии наук Якутии. Лед сковал собаку в Чурапчинском районе. Благо животное быстро заметили сотрудники ЦРБ и спасли от ледяного плена. Глава региона Айцен Николаев получил вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Прививку поставили в медицинском центре Якутска. Айцену Николаеву ввели препарат «Спутник Ви», первую зарегистрированную Минздравом России вакцину против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество привитых спутником Ви якутян превышает 6 тысяч человек. Вакциной «Эпивак Корона» – 1000 человек. Иммунизация проходит в Якутске и 23 районах республики. Я получил прививку «Спутник Ви». Самочувствие у меня нормальное, хорошее. А насколько обеспечена Республика Саха-Якутия вакциной «Спутник Ви» именно? Ну, на сегодняшний день более 27 тысяч доз вакцины поступило в республику. Более 8 тысяч человек уже получило. Вот только за сегодняшний день чуть менее 1500 человек получило. Вакцинирование активно идет в городе Якутске и в 23 районах. В некоторые районы вот только сегодня доставлено, начнется в ближайшие дни. К сожалению, в 3 района пока из-за погодных условий еще не удалось завести. Но вот как только погодные условия позволят, вакцина будет довезена и там тоже вакцинирование начнется. А первые привившиеся от коронавируса в Амгинском районе получили второй компонент вакцины. Добровольцам начали ставить гам-ковид-вак 4 января. Тогда вакцинировались 5 жителей. На сегодня их уже свыше 200. В том числе работники красной зоны, социальных служб, администрации района и сферы образования. В начале февраля уже активно начинаем вторые компоненты ставить, те, которые вот в начале января, 11, 12, 13 и последующие дни, которые получили вакцинацию. А по наблюдениям медицинских работников пока ни у одного пациента таких критических или тяжелых состояний не было. Рост респираторной заболеваемости отметили в Нерюнгринском районе, но пока он ниже эпидпорогов. Также в район поступило свыше 1000 доз вакцины от COVID-19. Активно ли прививаются нерюнгринцы, узнала Екатерина Павлова. Последние 30 дней принимали ли вы преднизолон, противоопухолевую, противовирусную терапию? Нет. Подробное анкетирование, осмотр врача. Принятие решения о вакцинации основывается на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. По данным промежуточного анализа, эпидемиологическая эффективность составляет более 91%. Противопоказаниями к проведению вакцинации является возраст менее 18 лет, период обострения хронических болезней, беременность, кормление грудью. Если человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сомневается в том, что надо ему делать или нет, в этих случаях мы можем по истечении 6 месяцев провести исследование на антитела. И, соответственно, если титр антител иммуноглобулина G будет меньше 2, тогда мы ему вакцину будем ставить. Если у него антитела будут сохраняться больше, чем титр 2 и более, тогда мы ему, конечно, вакцинацию ставить не будем. Вакцинация проводится в 2 этапа с промежутком в 21 день. Защитный титр антител формируется на продолжительный период, вплоть до 2 лет. Желающих привиться против COVID-19 в Нерюнгринском районе достаточно. Работа в процедурном кабинете кипит. Прививки я ставлю всегда, потому что раз они разработаны, они для чего-то делаются, не просто так. Забота о нас. Мне кажется, это каждый человек должен понимать. Побочных эффектов после вакцины у привившихся не наблюдалось. Максимум было повышение температуры тела до 37,8 градусов, которое проходило самостоятельно. Кроме гам-ковид-вак, в район поступила еще одна вакцина «Эпивак Корона» для вакцинации сотрудников Роспотребнадзора. 8 работников, которые не перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, уже привиты. Коронавирусная инфекция относится к управляемым инфекциям, которые регулируются как раз посредством создания активной иммунной прослойки среди населения. И тем самым, создавая эту иммунную прослойку, мы снизим возможность передачи инфекционного начала от человека к человеку. И тем самым мы прекратим в целом эпидемию.
Вакцинация в городе Нерюнгри проводится в прививочном кабинете поликлиники для взрослых и в процедурном кабинете поликлиники профосмотров. Записаться можно по телефону колл-центра 59133. На вакцинацию в поселениях района можно записаться по телефонам регистратур поликлиник населенных пунктов. Мобильные прививочные бригады работают по образовательным организациям и социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Грузоподъемность до 40 тонн увеличили на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Сегодня инспекторы ГИМС проверили техническое состояние зимника. Минимальная толщина льда составляет 98, максимальная 175 сантиметров. Это позволяет безопасно проехать автомобилем общей массой до 40 тонн. Должностными лицами Государственной инспекции по маломерным судам проходит проверка поднадзорных объектов ледовых переправ. Сегодня на переправе Якутск-Нижний Бестях проведена проверка технического состояния переправы. Стойкие морозы поселок Уснера проводит с обновленным насосным оборудованием. Даже при температуре ниже минус 50 все работает в штатном режиме. На балансе предприятия находится 46 насосных станций, все укомплектованы новым оборудованием. В 2020 году за лето было обновлено 30%. Создание аварийных ситуаций не предвидится, и мы его не допустим, потому что есть резервное оборудование. Поэтому и новогодние праздники показали, что мы отработали без аварий. Самая большая проблема — это у нас, конечно, самотечная канализация. Она замерзает. На предыдущем объекте мы прямо видели, как ребята чистили приемную сетку. Интернет облетело видео, как собака вмерзла в лед в Чурапче. Пса спасли неравнодушные сотрудники районной больницы Терентий Томский и Иван Пестеров. Они отвели его в ветеринарную клинику. Из-за сильного обморожения одну лапу придется ампутировать. Выяснилось, что собака чипированная. Это говорит о том, что она бездомная и уже попадала в питомник. Сегодня наша съемочная группа встретилась с теми, кто помог четвероногому другу. Там темно вообще было. И на телефоне фонарь включили, и сразу видеозапись. Там уже прилипший к льду собак лежал, уже 4 лапы, все замерзшие. Живой был. Начали там отковырять. Вытащили, нашли там оттуда одежду, там как бы сделали насылку и занесли в теплое из помещения, водоузел там насосном. И там кто принес, кто-то из пищеблока принес еду, и мы из дома принесли тоже еду, там покормили. Там лежал, я не ел, а за ночь он покушал все, и утром тоже принесли еду. Встал на ноги, одна нога опухла, вроде нормально стало. Одна коллега, конечно, если хозяина не найдут, себе возьму, сказала. Сейчас состояние собаки удовлетворительное. Одна нога опухла, оказана ветеринарная помощь. Если хозяин не найдется, то работница пищеблока районной больницы планирует забрать животное к себе. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали сегодня журналистам ученой Академии наук Якутии. У доисторического животного сохранилось 80% тела. Ушные хрящи, глаза, кожные и волосяной покровы, часть хвоста и так далее. По словам ученых, данный исторический артефакт заинтересовал многих ученых страны и мира. Удалось предварительно определить возраст, а масса юной особи 205 килограммов. Левая сторона сохранность не очень хорошая, она разорвана. Носорог довольно-таки упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию. И шерсть сохранилась, шерсть довольно длинная, где-то около 30 сантиметров местами, а местами очень короткая. Цвет шерсти местами коричневый, местами желтый. Как я уже говорил, сохранилась гортань, скорее всего, язык сохранился, мозг, скорее всего, сохранился. Мы его будем делать томографию компьютерную, будем осматривать мозг. Если необходимо, то, наверное, сделаем трепанацию черепа, мозг достанем. У нас уже опыт есть работы с такими объектами, допустим, как юка, у него мозг был найден. А правая сторона сохранилась довольно хорошо. Сети фермерства набирают популярность среди якутян. Одна из них – молодой предприниматель Наталья Мир. Выращивает ростки полезных овощей у себя дома. Говорит, что не только бизнес, но и приятное времяпрепровождение. С ней встретилась и расспросила подробнее о сети фермерстве наш корреспондент Ульяна Шагина. Смоченный жутовый коврик
Вода обязательно. Сити-фермерство начинается со смоченного в обычной фильтрованной воде джутового коврика. Он заменяет почву и позволяет вырастить семена микрозелени в экологически чистых условиях. Сити-фермерство в Якутии – уникальный вид деятельности. Удивительно наблюдать за домашней теплицей, когда на улице минус 50. В принципе, городское сити-фермерство, оно может быть и на подоконнике. То есть это люди, которые выращивают у себя в квартире именно пищу, растения, например, салаты, огурцы, помидоры и так далее, для своей семьи, для себя. Молодая зелень – это, конечно же, не только вкус, оно еще и полезно. Это не какие-нибудь там заморские травы, которые привозятся нам издалека. Это обычный вкус детства, который знаком нам еще с бабушкиной дачи. Здесь выращивается около 15 видов различных растений. Среди них молодой горошек, подсолнечник, горчица, редис, разные виды капусты, ну и многое другое. Зарабатывать на выращивании и поставках микрозелени Наталья начала год назад. Ухаживать за микрозеленью, как оказалось, очень просто. Благодаря полученной от государства поддержке удалось приобрести гроу-тент – специальную закрытую мини-теплицу, в которой выдерживается определенная температура, влажность и автоматический полив 3 раза в сутки. Я прихожу сюда раз в сутки и наблюдаю за ростом растений. Меняю растворы, на которых они растут. Вот, кстати, идет полив, включился. Она у меня поливает себя сама, включает свет сама, но это как бы стандартный стеллаж для выращивания растений. Именно такую зелень используют шеф-повара для украшения изысканных блюд. Вегетарианцы добавляют в смузи, молодые мамы кормят своих детей. Но ученые не перестают рассказывать о ее полезных свойствах. Так, 1 столовая ложка таких ростков покрывает суточную норму витамина С, повышает иммунитет и очищает организм от различных токсинов. В молодых росточках содержится огромное количество витаминов и полезных веществ, которые в легко усваиваемом виде поступают к нам в организм после срезки. Вкус у микрозелени очень приятный, не резкий. К примеру, ростки гороха ничем не отличаются по вкусу от самих горошин и даже бывают насыщеннее. Наталья активно ведет и инстаграм-страницу, где не только рассказывает о своей работе, но и продает зелень своим подписчикам. В планах у молодого предпринимателя не только расширить свое производство, но и в целом популяризировать идею сити-фермерства, чтобы свежие витамины появились в доме каждой якутской хозяйки. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. И на этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.